Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Как мы ранее сообщали, 28 июня президент Кыргызской республики Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в республику Таджикистан. И сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской республики на площади Дворца нации. 29 июня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской республики Садыра Жапарова на площади Дворца нации, празднично украшенной в честь прибытия высокопоставленного гостя. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и пригласил его на почетный подиум. Президент Джумхурии Кыргызстан, батальоне караули фахри, ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини Джумхурии Тоҷикистон саф ороста шуд. Командири батальони караули фахри, подполковник Офизода. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилась торжественным маршем подразделения почетного караула перед главами двух государств. Председатель Маджлиса Намояндагон, премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежной связи, министр обороны, министр внутренних дел, председатель Государственного комитета национальной безопасности и посол Таджикистана в Кыргызстане. После церемонии официальной встречи началось обсуждение вопросов развития и расширения отношений сотрудничества Таджикистана и Кыргызстана на особой встрече глав государств уважаемого Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова.
Уважаемый Садыр Нургожевич, приветствую вас в Таджикистане. Это наша первая встреча после вашего избирания президентом Кыргызской Республики. Желаю вам всяческих успехов на этом поприще. Мы придаем важное значение вашему официальному визиту в нашу страну. Искренне заинтересованы в созидательном развитии двустороннего сотрудничества наших стран, Таджикистан и Кыргызстан, конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе. Готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений. Еще раз добро пожаловать. Пожалуйста, вам, Садыр Нургожевич, слово. Спасибо, Имамали Шарипович. Выражаю вам благодарность за приглашение посетить с официальным визитом в Республику Таджикистан. С сожалением отмечаю, что трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых испытаний, исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами. Кыргызы и таджики всегда поддерживали дружественные, добрососедские связи. Поэтому я уверен в том, что совместными усилиями мы найдем пути решения пограничных вопросов. Еще раз спасибо за приглашение. Спасибо. Обсуждение вопросов развития и расширения отношений и сотрудничества Таджикистана и Кыргызстана продолжилось на широких переговорах официальных делегаций двух стран. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность, что официальный визит главы соседнего с Таджикистаном государства придаст серьезный импульс развитию всех сфер отношений и сотрудничества между двумя странами. В ходе переговоров обсуждались нынешняя ситуация и перспективы отношений между Таджикистаном и Кыргызстаном в различных сферах сотрудничества, в том числе политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной. А также был произведен обмен мнениями вокруг региональных и международных повесток. Стороны посчитали важным недопущение возникновения территориальных конфликтов на границе Таджикистана и Кыргызстана, соблюдение международных обязательств и норм международного права. В рамках Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Таджикистана и Кыргызстана было предложено решать возникшие вопросы только мирными средствами и политико-дипломатическими методами с учетом интересов обеих стран. В ходе встречи стороны отметили важность проведения совместных саммитов глав государств, которые будут способствовать формированию новой атмосферы сотрудничества в регионе, а также совместных усилий стран Центральной Азии по укреплению сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах. В связи с развитием межгосударственного диалога было признано необходимым активизировать деятельность существующих механизмов, в том числе работу Межправительственной комиссии по рассмотрению комплекса вопросов двустороннего сотрудничества и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Таджикистана и Кыргызстана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с необходимостью налаживания межрегиональных связей между двумя странами с учетом достаточных возможностей для реализации совместных проектов в сферах агропромышленного комплекса, культурной, гуманитарной и других сферах, а также использование водных ресурсов, продолжение сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызстаном в направлении осуществления проектов строительства линий электропередач, в том числе региональной линии электропередачи Центральная Азия, Южная Азия, Каса-1000. На встрече предметом обсуждения также стали вопросы обеспечения региональной безопасности и сложной политической ситуации в соседнем Афганистане. В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, сотрудничества независимых государств,
Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других международных организациях и форумов. В завершении встреч и переговоров высокого уровня президент Кыргызской республики выразил благодарность президенту Республики Таджикистан за гостеприимство и теплый прием и пригласил главу нашего государства, уважаемого Эмомали Рахмона, посетить Кыргызскую республику с ответным официальным визитом. По итогам расширенных переговоров официальных делегаций Таджикистана и Кыргызстана в присутствии и с участием глав государств состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подписались под совместным заявлением президента Республики Таджикистан и президента Кыргызской республики. Затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы. Соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования между Агентством социального страхования и пенсии при правительстве Республики Таджикистан и Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской республики. Меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Агентством государственной службы при президенте Республики Таджикистан и Государственной кадровой службой Кыргызской республики. Меморандум в сфере молодежной политики между Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской республики. Соглашение о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Таджикистана ХОВАР и Национальным информационным агентством Кыргызстана КАБАР. После завершения церемонии подписания новых документов о сотрудничестве главы государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров провели пресс-конференцию для широкого круга журналистов и положительно оценили результаты встреч и переговоров. Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы отметить, что развитие отношений дружбы и сотрудничества с соседями по региону является приоритетом внешней политики Таджикистана. Сегодня мы провели переговоры с президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыром Нургожаевичем, в узком формате и в составе делегации двух стран. Отметили, что основной задачей на настоящем этапе должно стать дальнейшее продвижение двусторонних сотрудничеств двух стран в русле конструктивизма. Согласились, что для развития таджикско-кыргызских отношений, в том числе и политического диалога, у наших стран есть необходимые механизмы взаимодействия. Выступили за активное использование практически проведения регулярных межведомственных консультаций по различным сферам сотрудничества. Посчитали целесообразным проведение очередного заседания межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров проанализировали состояние торгово-экономической связи. Отметили отрицательную тенденцию во взаимной торговле. Будут разработаны новые меры, направленные на увеличение объема взаимной торговли с использованием сравнительных преимуществ наших стран. Мы договорились активнее развивать межрегиональное сотрудничество. Наши регионы будут работать по реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и других сферах сотрудничества. Безусловно, в центре сегодняшних переговоров стоял вопрос, связанный с делимитацией и демаркацией линий государственной границы. В контексте данной проблематики усилия будут сосредоточены на решении вопросов границы в духе конструктивности и взаимного учета интересов сторон. Мы обсудили также вопрос подписания в предстоящем период ранее в целом согласованного договора о таджикско-кыргызской государственной границе. Согласно проекту документа описано порядка 520 километров линии государственной границы. К сегодняшнему дню в рабочем порядке согласовано еще 32 километра. Следует отметить, что переговорный процесс по границе мы начали еще в 2002 году. За прошедшие почти 20 лет
в целом проведено порядка 180 заседаний совместной комиссии и встреч рабочих групп по делимитации линии границы. За всем этим стоит большая работа экспертов, немалые затраты и время. Задачу дня мы видим в правовом оформлении этих результатов с тем, чтобы двигаться дальше в решении сложного вопроса определения линии государственной границы. Мы с господином президентом подробно остановились на трагическом инциденте, который произошел на границе в конце апреля сего года. К большому сожалению, погибли и пострадали люди с обоих сторон. Населению нанесен материальный и моральный ущерб. Серьезный урон нанесен опыту добрососедства между нашими народами. Поэтому мы в первую очередь должны думать о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов. Одновременно с этим свою работу на системной основе продолжит Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. В ходе сегодняшних переговоров уделили внимание вопросу использования водных ресурсов трансграничных на приграничных территориях. Предложили возобновить работу межведомственной таджикско-кыргызской рабочей группы по рассмотрению двусторонних вопросов, связанных с использованием водных ресурсов. Мы сошлись во мнении, что наличие эффективных договорных правовых инструментов и институциональных механизмов для комплексного и рационального использования водно-энергетических ресурсов бассейна Аравского моря с учетом интересов всех стран региона является весьма актуальным вопросом. В ходе переговоров мы обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. Договорились продолжить практику взаимной поддержки международных инициатив наших стран. В этом контексте обменялись мнениями по вопросу изменения климата, в том числе обсудили проблематику ускоренного таяния ледников в Центральной Азии. Мы выразили признательность кыргызской стороне за поддержку председательства Таджикистана в ШОС и ОДКБ. Сегодняшние таджикско-кыргызские переговоры показали, что путем диалога и поиска взаимоприемлемых решений с учетом баланса национальных интересов можно поступательно решать все вопросы. А теперь передаю слово уважаемому Садыру Нургожаевичу. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу за приглашение посетить с официальным визитом Республику Таджикистан, его лице братский таджикский народ за теплое и радушное гостеприимство, оказанное нашей делегации. Только что завершились двусторонние переговоры с уважаемым Эмомали Шариповичем в узком формате, после которых прошла встреча сторон в расширенном составе. Кыргызстан придает приоритетное значение развитию многоплановых отношений с Таджикистаном и в своей внешней политике остается приверженным всем ранее достигнутым договоренностям в укреплении взаимовыгодного партнерства на основе дружбы и добрососедства. В ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы. Мы также обсудили вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере. Надеюсь, что стороны проведут результативную и плодотворную работу в ходе предстоящего 17-го заседания Межправительственной комиссии, который состоится в Бишкеке в ближайшее время. Данная площадка также представит возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества. Для нас особо важно продолжать укрепление доверия между нашими народами, особенно в районе границ. В этой связи мы договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения.
Кыргызская сторона выступила с инициативой создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов. Мы намерены и впредь совместными усилиями наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес во благо процветания народов двух сторон. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров придадут новый значимый импульс развитию кыргызско-таджикских братских отношений и партнерства, а также определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества на перспективу. Благодарю за внимание. Сегодня президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Таджикистан посетил на площади Дусти в городе Душанбе мемориальный комплекс национального согласия и возрождения Таджикистана. И в знак уважения к высоким национальным и культурным ценностям древней таджикской нации возложил венок к подножию памятника основателю первого государства таджиков Шаху Исмаилу Сомони. На этой торжественной церемонии высокопоставленного гостя сопровождали заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлатшох Гулмамадзода и другие официальные лица. «28 июня в рамках официального визита президента Кыргызской республики основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и глава соседней республики Кыргызстан Садыр Жапаров с целью ознакомления с возможностями развития сферы туризма побывали в загородной резиденции Бахор, расположенной в Арзобском районе. В загородной резиденции главы государств ознакомились с красивой и уникальной природой и чистыми водами. Целью проведения вечерней прогулки является представление красивых и неповторимых уголков нашей страны. К другим темам. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедовым. В ходе беседы главы государств сердечно и с пожеланиями всего наилучшего поздравил президента Туркменистана по случаю дня его рождения. Лидер нации отметил плодотворную государственную деятельность уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова на пути обеспечения устойчивого социально-экономического развития дружественного Туркменистана, а также его высокий авторитет в самом Туркменистане и за его пределами. При этом президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал братскому народу Туркменистана мира, стабильности, возрастающего развития и процветания. Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации и перспективах отношений Таджикистана и Туркменистана, выразили свою заинтересованность для обогащения их содержания новыми практическими инициативами. В связи с этим главы государств подчеркнули значимость встреч и переговоров сторон на высоком уровне. Президент Туркменистана пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в Туркменистан. Было решено, что сроки визита будут конкретизированы через дипломатические каналы. В ходе беседы также стороны обсудили отдельные актуальные вопросы, имеющие региональное и международное значение. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!